Известная в Таджикистане журналистка Харамгул Кадир рассказала о том, как следователи военной прокуратуры заставили ее доказать ее девичье целомудрие, чтобы избежать обвинения не только в том, что она якобы одна из жен главы запрещенной партии исламского возрождения Мухиддина Кабири, но и обвинения в терроризме. Девушка была вынуждена пройти унизительную процедуру освидетельствования на девственность. Вынужденная сейчас находиться за границей, журналистка в интервью Озади рассказала, как попала под пресс государственного обвинения из-за своей независимой политики. После того, как 29 сентября прошлого года власти Таджикистана запретили деятельность ПИФТ в связи с якобы поддержкой мятежа генерала Абдухалима Назарзада, Кадир была вызвана в военную прокуратуру. Ее обвинили в том, что она одна из жен объявленного экстремистом Мухиддина Кабири. Чтобы доказать не только свою непричастность к мятежу военных, но и отсутствие интимных связей с оппозицией, девушке пришлось пройти унизительную процедуру осмотра. Так как с журналистки взяли подписку о неразглашении этого сверхсекретного расследования, она говорит об этом очень осторожно. Были предположения, что я якобы являюсь одной из жен господина Кабири и даже имею от него детей. И если этот вопрос важен для государственной безопасности и моя личная жизнь представляет угрозу государственной безопасности, я сама предложила и выразила готовность пройти любую экспертизу, чтобы доказать свою девственность. К сожалению, в таджикском обществе сложилось так, что люди сомневаются в девственности девушки, которой за 20. Конечно же, это было оскорблением для меня, однако, что поделать? Чтобы доказать это, я пошла на этот шаг. Мое дело показало, что даже наша личная жизнь, независимо от нас, может стать причиной возбуждения уголовного дела. Следствие до сих пор не завершилось, и я не могу говорить об его подробностях. Однако, когда тебя приглашают и разговор идет, извините за выражение, то, что происходит между ног, между мужчиной и женщиной, для женщины это очень все сложно. Это моральная пытка, так как не можешь защитить личную жизнь, которая гарантирована Конституцией. В других странах подобные действия называются изнасилованием, если и не физическим, то уж моральным точно. Впрочем, для властей Таджикистана сейчас важнее не чья-то честь и достоинство, а переписывание Конституции, проект которой держится в секрете даже от своего народа. Впрочем, влезание таджикских прокуроров между ног не единственная их проблема. Другая известная женщина-заключенная Зарафор Рахмани, которая также обвинена в связях с партией исламского возрождения, срочно нуждается в лечении. Закрытый в СИЗО юрист страдает не только от болезни сердца, но и гипертонии, а также жалуется на боли в почках. Родные попросили перевести ее в госпиталь на лечение, но следователи, ведущие дело, заявили, что ходатайствовать об этом они не имеют права. Решение должен принимать только тюремный врач. По данным сайта «Поем», кроме активистов партии, в республике арестовали даже бывшего водителя Кабири Хикматулло Сайфоева, который никогда в партии не состоял. Ну а 4 января власти Таджикистана сняли с рейса 95-летнего отца лидера ПИФТ Тило Кабири, которого родные планировали вывезти за границу на лечение. Госпитализация старику понадобилась после того, как его и еще больше десятка родственников оппозиционера пригласили на суточную беседу-допрос чекисты. В декабре на улице его заставили на камеру записывать обращение к сыну с осуждением его действий.